Dinlenmek lagerde o her zaman güzel vakıdı geçirmek. Kolaylık taze ayırda geçirme zamanı ta uzacık kasabadan, köyden olsun yeni dostluğu edinme. Kendi akranlarından, ta büyüklerle, ta küçüklerle ilerletmeye kendi becermeklerini krujoklarda, master klaslarda, türlü konsertlerde birlikte pay almak, türlü sport oyunlarında yarışma, ta aktif olma, kendi başına olma hem cevapçılığı edinme. Bundan kare güzel şıralı emosiyalar hem de unutulmaz duygular bunları hepsini verir dinlenmek. Bazıları lagerler nerede uşakların var kolaylıkları dinlenme dalma kendilerine bir eşik kuvvet. Stüdyomuzda misafirlerimiz doğrudan bağlı dinlenmekle lagerde, Olimpiyat lagerinde hangisi Kumrat kasabasına bağlı ama öncesinden bakalım süjeti hangisini çıkardık ikinci smenada açan dinlenedi uşaklar. Стояногла Анастасия, я из Камрата. Я отдыхала в лагере «Олимпиец», это уже мой третий раз. И тут очень весело, поэтому я пришла сюда снова. Тут очень много ребят, девочек, с мальчиками тоже, и вот с соседями тоже. Больше всего нравится обед и ужин. Завтраки тоже очень вкусные, но вот больше всего обед. Да. Я хочу выразить им огромную благодарность за то, что они влаживают свой труд нам, и мы это кушаем, и вообще все очень вкусно. Да, я бы сюда приехала отдыхать еще много раз. Девиз. Драйв в сердцах наш яркий свет, мы побеждаем, оставляя след. Меня зовут Маша, мне 15 лет. Здесь я уже отдыхаю второй год. Мне в первый раз здесь очень понравилось, я решила провести это лето здесь. И надеюсь, вот эти все 10 дней проведу очень классно и активно. Помогаем в столовой, где накрыть, где убрать, убираем в домиках. Тренируемся с утра, зарядка проводится. Я хочу получить огромное удовольствие. Мне здесь очень нравится коллектив. Все очень дружные. С первого дня мы все подружились. И в дальнейшем надеюсь, что мы друг друга будем поддерживать. Меня зовут Оля, мне 13 лет, и я приехала сюда впервые. Я сюда приехала, чтобы познакомиться с новыми людьми. И я очень рада, что я попала именно в этот отряд, потому что он мне очень нравится. Мне тут очень все нравится, питание очень хорошее, все вожатые, очень приветливые, всегда готовы пообсуждать что-то, поговорить, поддержать. Кто первый раз приехал сюда, то всем желаю удачи. Только положительные эмоции доставляет это место. Условия, в принципе, хорошо созданы. Есть где спать, и хорошо кормят, душ рабочий, самое главное. И вожатые хорошо относятся к детям. Они помогут, направят на правильный путь, и, в принципе, все хорошо. Отдыхаю я тут уже 4-й год. Кормят тут очень хорошо. Обед, завтрак и 2 полдника и ужин. Мы тоже помогаем на столовой. Убираем свой стол, ряд, помогаем вожатым, проводится физкультура каждое утро и зарядка. Стараемся
разнообразить программу, учитывая их пожелания, потому что ежедневно, перед тем, как мы укладываемся спать, мы проводим с ребятами рефлексию. То есть мы выявляем, что им больше всего понравилось и что не понравилось. Они высказываются, они открыты, они высказывают свои пожелания, и мы это стараемся учесть по мере, конечно, наших возможностей. Помимо того, что есть ежедневные вечерние мероприятия, есть спортивные, где ребята могут себя попробовать и в футболе, и в волейболе, и в баскетболе. Есть для более младших ребят веселые старты. То есть таким образом, чтобы им было не только интересно, но и полезно. В целом, каждый год контингент детей меняется. Молодежь сегодня более открытая, более смелая. Они не стесняются. Есть много талантливых ребят. Наша задача выявить эти таланты, раскрыть по возможности. Ну и немножко вселить в них уверенность в себе. Бөлә dinlenmekte ikinci smenada ama üçüncü smenanın kimi dinlenenleri şimdi bizimle birlikte bu sabah vakitinde üçüncü smena Olimpiyat lagerinde gitti Avgust'un 10'undan 23'üne kadar bu dinlenmekten sonra uşaklar gelirler bizim stüdyoya. Bizimle birlikte bulunur Артем Златов, Дарья Кизлих и Владимир Добровольский. Лафидичис Бисросли dilinde. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Ну, эмоции, которые я сейчас видела за кадром, посмотрели сюжет, вспомнили некоторые моменты с отдыха, да? Да. Ну, рассказывайте, что больше всего запомнилось с отдыха в лагере «Олимпиец»? Мне понравилось больше всего с отдыха в лагере «Олимпиец» то, что мы проводили очень много вечерних мероприятий, из которых мы некоторые выигрывали. Такие как миссис лагеря и... Ну и все. Угу. Еще Дарья. Мне понравился наш отряд. Мы всегда все делали вместе и поддерживали друг друга. Дружные оказались. Были открыты друг с другом. Мне понравилось то, что мы находились вместе с хорошей компанией. Ну, если чуть-чуть каждый из вас расскажет о себе, познакомит себя. Давайте, Артем, с вас начнем. Меня зовут Артем Златов, мне 13 лет, занимаюсь танцем. Танцами в каком коллективе? Дюзова. Угу. Сколько времени уже? 7-8 лет. Замечательно. Это увлечение или это уже вторая профессия? Или первая профессия? Первая профессия. Угу. Нравится? Танцы нравятся? Да. Больше нравятся народные танцы, либо все-таки современным Народные. тоже предпочтение Народные. даете? Народные. Дарья? У вас Меня зовут какие-то Даша. увлечения? Я была в коллективе «Вдохновение» год. Сейчас я буду посвящать себя учебе. Угу. Замечательно. Все из Камрата ребята, да? Да. Владимир? Меня зовут Добровольский Вова, мне 14 лет, я увлекаюсь уже, как и Артем, 8 лет танцами, тоже в Дюзову хожу. Мне нравится танц народный. Угу. А еще вы с гитарой к нам пришли, Да, в студию. еще на гитаре играю. Гитара была с вами на базе отдыха? Да. Часто играли? Ну да, каждый день доставала. Что предпочитает сегодня молодежь слушать? Ну, мне кажется, то, что молодежь сейчас слушает другие песни, которые на гитаре не играются, но для лагеря есть такие песни, которые они разводят, не знаю, ауру. Угу. Например? Например, «Батарейка» или «Районный квартал». Вот это самые главные песни, которые запоминаются в лагере. Ну что, нам настроение тоже создадите в утренней программе? Давайте. Давайте попробуем. Я сыграю кусок от песни «Батарейки». Угу. Мы все вместе вспомним.
сыграем. Давайте. Все, что надо, я пойму. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Покажу ты очки, два сердечка на груди, веселые зрачки. Я шагаю на тебе, район, квартал, живые, сильные. Я ухожу красиво. Кварталы живые, красивые. Я ухожу красиво. Из лагеря красиво ушли? Да. Впечатление о себе оставили у кого, как вы думаете? Вожатых. Не только у вожатых, у всего лагеря. Там со всех Отрядов? Да. Почему? Потому что мы сам, как по мне, самый буйный отряд были. Самый активный. Самые активные, самые веселые, Да. самые озорные? Да. Ага. Успели пошалить? Да. Ну, признавайтесь, чего вы вытворяли-то? Ну, Ничего серьезного. Вам что запомнилось? Ну, моменты такие необычные, которые каждый день не могут быть. Мы, допустим, к нам в домик заходили, вот весь наш отряд из мальчиков, и просто сидели, играли в карты, что-то вытворяли. Артем, есть что вспомнить? Или так загадочно улыбаетесь? Ну, мы мазали ночью, из-за этого на зарядке приседали. Ага. Зубной пастой? Хватило? И не только зубной пасты. Вот мне интересно, вот да, вот эти ночи, когда именно зубной пастой разукрашивают, так скажем, да, маски рисуют друг у друга. Прежде чем пойти в лагерь, вы это же предусматриваете? Конечно. Запасаетесь? Сколько пасты повезли-то? 2. Всего лишь хватило? Дарья, мазали? Я нет. Вас? Да. Самое запоминающее активное мероприятие, которое у вас было? Что запомнилось? Ведь каждый вечер у вас досуг был, да? Правильно? Я знаю, что не только вожатые и руководители лагеря готовят программу на досуг, но и, как правило, советы, да, предложения ребят тоже учитываются. Мне больше всего понравилась миссис лагеря, потому что мы выиграли и поддерживали все нашу Иру. Вашу Иру? Да. Она выиграла. Вы были в старшем отряде? Да. Правильно Да, во понимаю? Второй отряд. Что вожатых скажете? Вожатые были лучше. Ну, все вожатые были добрые, но наши именно вожатые, они позаботились о нас с Артемом, допустим. Потому что Артем был в 4-м отряде, я в 3-м, а мы хотели все во 2-й отряд. И они были вожатые 2-го отряда. И они подсуетились и приняли нас в отряд. Да-да-да, говорите. Из-за этого мы их так сильно любим, Сергеевну. То есть на самом деле в лагере дети, отдыхая, они приобретают такие знакомства новые, да? Эта дружба, она будет иметь свое развитие? Да. Думаю, да. Друзей ребят, подруг тоже завели? Да. Все из Камрата? Да. Но я знаю, что из села тоже приезжают в Олимпиец отдыхать, да? Были ли девушки, ребята, которые из других населенных пунктов приехали отдыхать? Да, приезжали с Тамая, с Дисганджи отдыхать. География расширяется, знакомств и друзей, да? Ранее отдыхали в лагере? Да. Конечно. Вот в этом году отдых в 2025 году чем отличался от предыдущих? Ну, вы растете с каждым годом, да?
Не только года идут, но и по отряду вы каждый раз поднимаетесь годом раньше, годом старше становитесь. Я помню, когда я только приехал первый раз в лагерь, я был только в 6-м отряде. Я смотрел на первый отряд и думал, что они очень взрослые, типа, как они до этого дошли, еще столько ждать. А на самом деле, вот 4 года подряд еду, и я уже во 2-м отряде. Из Просто года, не верится, да. из года в год едете в лагерь. Почему? Что заманивает? Друзья, мы с прошлыми компаниями едем, которые ехали в лагерь, вместе с ними едем. Даже если кто-то приезжает, ну, со своей компанией, но мы с ними не договаривались, то мы с ними дружимся и проводим время вместе. Вы же понимаете, что лагерь до определенного возраста, да? Да. Ну, наверное, еще год сможете поехать? Год Да. или 2? Где-то, да? 2 года. Еще 2 года. Воспользуетесь теми летами, теми возможностями поехать тоже в лагерь? Конечно. Конечно. То есть до определенного возраста имеете возможность отдохнуть. Далее уже, может, другие лагеря будут, да? Но не такие, как эти. Эти уже точно не повторятся. Уже запланировали что-то на следующее лето? Поехать в лагерь. С кем? Новых друзей тоже позовете? Да, с той же компанией. Новых друзей тоже. 10 дней это мало или этого достаточно, Достаточно. чтобы отдохнуть? Достаточно. Но иногда кажется, что мало, да. Почему мало? Ну, они проходят быстро. Как будто оно каждый день пропитан воспоминаниями. Кто-то из вас распишите режим дня в лагере. Но мы просыпаемся все в 7:30, да. И собираемся, убираем кровати, и в 8 часов мы должны построиться на зарядку. Дальше мы приходим с зарядки где-то в 8:30, 8:15, смотря сколько нагрузка будет. Потом мы убираем домики, утренняя уборка. В 9 часов или в 9:30 у нас завтрак. Мы кушаем, и получается в 10 где-то у нас от 10 до 13 свободное время. В 13 у нас обед, до 13:30 тоже. И после обеда тихий час. Потом в 4 полдник, опять свободное время. В 19 часов у нас ужин. После ужина мы уже собираемся на дискотеку. Потом в 9 вроде у нас второй ужин. Дают там соки, булки, вот это все. И после этого уже дискотека, а в 11 часов отбой. Угу. Чем же в свободное время занимались олимпийцы? Спали. Далее. Спали. Ходили друг к другу в домике, общались, играли. Угу. Так как была жара, чаще всего спали, но иногда проводили время на площадках. Вот очень хочется верить, что вы спали, но ну, мало верится. На самом деле спали? Да. Это настолько уставали? Ну, не уставали, а просто клонила ко сну, потому что встаем рано. Особенно после обеда. Да. Так, а бассейн предоставлял свои услуги? Да. Купались? Да. Что нового узнали, может быть, о себе? Может, удалось раскрыть себя какого-то, себя с другой стороны, с новой стороны? Были такие моменты? Нет. Проявили себя как-то, может быть, поактивнее? Я понял, что я умею убираться. Мыть полы. Серьезно? Да, научился мыть полы. И как? Легко. Необычно. Если чуть-чуть рассказать об увлечениях, ваше увлечение гитарой, Владимир, сколько лет уже играете на гитаре и почему гитару выбрали себе? Скоро 4-й год, и почему я выбрал, потому что когда я поехал в 22-м году в лагерь, там был один мальчик, который играл на гитаре, я после этого с ним познакомился, и после лагерной смены я пошел сразу же учиться на гитаре играть, и в этот год мы тоже вместе поехали. То есть вы еще и учитесь играть на гитаре? Ну, не учусь. Я вот 2 года учился, сейчас перестал. Я сам уже умею. Достаточно. Это ваш инструмент? Да.
какой стиль музыки для каждого из вас он близок? Всегда по-разному. Это от чего зависит? От настроения, от да. погоды? От погоды тоже. От времени суток. От компании. Мгм. В компании часто приходится играть, вот, допустим, взять с собой гитару и выйти в городе, где-то с друзьями встретиться, посидеть, ну, не знаю, в парке, там, где-то на лавочке. Ну, иногда да. Есть такое? Бывает? Сегодняшняя наша молодежь, она как отдыхает? Вот если лагерь убрать в сторону, как досуг свой проводит наша молодежь, ну, в вашем лице? Гуляют в городе. Так. Погулять? Гуляют, идут на бассейны, когда жарко. Ну, сейчас уже не жарко, сейчас. Значит, особо негде проводить досуг. Да. Правильно? Вот у вас сейчас есть возможность, может быть, даже к нашим властям городским обратиться. Чего не хватает в городе для нашей молодежи? Может, в плане спортивной жизни, в плане оздоровительного отдыха? Не, по крайней мере, все хватает. Да. Все устраивает? Да. Все хорошо. Ну, лето подходит к концу, да? Тут всего до ничего осталось, пару дней. Лето остается позади. Чем запомнилось в целом лето 2025 года? Больше всего запомнился, конечно же, лагерь. Ну, тоже лагерь, потому что от года в год я только лагерь жду. Вот после лагеря уже, вот лето началось, я ждал лагерь. Вот он только в августе начался, и все, дальше уже делать нечего, дальше школа. И опять со школы ждать лагерь. Ну, да, в преддверии учебного Нового года, что бы вы хотели пожелать своим одноклассникам, либо тем друзьям, с кем вы отдыхали? Хорошего учебного года. Так. Позитивного, веселого. Хорошо сдать экзамены. Да. Угу. Кто является выпускником, да? Да. Ждете школу, нет? Уже Хочется? Да. Но не по учебе, а по друзьям больше. Вот. Чего ожидаете от этого нового учебного года? Новые знания. Так. Начать учиться, не знаю. Ну, я и так учусь, но нужно сейчас больше поднажать тапку, потому что надо сдать экзамен. Дарья, ждете учебный год? Не ждете? Жду. Хочется? Я тоже соскучилась немного. Почему или по кому? По друзьям. По моментам интересным. И немного по учебе. Ну что, это хорошо, когда время года уходит и оставляет замечательные впечатления, теплые воспоминания об отдыхе. Почему об отдыхе? Потому что каникулы, конечно, это отдых, это времяпрепровождение в свежем воздухе с друзьями, это новые знакомства. Правильно? Коль набрались немного впечатлений. Я думаю, что у вас еще и сочинение будет, как я провел свое лето. То есть эмоции у вас есть и будет о чем написать. И желаю, конечно, нового учебного года, удачного года, особенно тем, кто является выпускником. Ну и, конечно, чуть было не забыли, у нас дипломы на столе. Владимир, вижу ваше имя. Да. Откуда эти дипломы? Эти дипломы награждали нас. Эти дипломы нам давали за наше активное участие в жизни лагеря, инициативность и ответственность проявления в течение лагерной смены. Ну, некоторым давали такие дипломы, некоторым не давали. Большая часть, в большей мере давали. Я также был капитаном второго отряда, и наша команда заняла второе место в конкурсе веревочные курсы. Мы проявили скорость, смекалку и успешное прохождение испытаний. И за блестящее выступление, проявление яркого таланта в конкурсе «Минута славы», проведенном в рамках смены детского лагеря «Олимпиец». За оригинальность, за артистизм и высокий уровень мастерства. Ну, замечательно. Что, самым активным были, что ли? Да. И все дипломы забрали вы?
Желаю вам активничать и дальше. Ну и, конечно, прославлять в коллективе Дюзова нашу Гагаузию, куда бы ни выезжали на территории республики, за рубежом. Спасибо, ребята, за участие, спасибо за эмоции. Еще спите, это утро, это нормально. Ну и тем не менее, в добрый день, в добрый путь в новый учебный год. Я желаю, чтобы вы там же набрались новых эмоций, как и в лагере. Спасибо. Хоть школа это и не лагерь. И тем не менее, вместе с нами этим добрым утром были Владимир Добровольский, Дарья Кизли и Артем Златов. Наши гости отдыхали в лагере «Олимпиец» в третьей смене. Ну и, конечно, как они отдохнули, они сами рассказали и поделились. Программа продолжается, гостей провожаем. Спасибо.